целовать и гладить потом. Белые розы, беззащитны шипы. Что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых? Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней. Я оставляю вас умирать на белом холодном дне. Сейчас модно быть в курсе политических событий. Ранее утром. Теперь я прихожу в школу раньше всех. Мама уехала в командировку и там надолго. Она говорила, что какие-то раскопки древнего поселения славян. Вроде так. Сейчас я вынуждена жить с двоюродной сестрой мамы. Она ужасно примерская. Постоянно меня пичкает макаронами и целыми днями, знаете, что читает? Любовный роман. Если нету первого урока, то просто слоняюсь по парку Победы, ну или иду на пристань и читаю там. Потому что по-другому нельзя. Или эта тетка обязательно меня заставит собирать своих детей в детский сад. Ну, двое. Вот Миша и Алина. Знаете, Миша, он еще ничего. Он умеет одевать все, кроме верхней одежды. А вот Алина, она постоянно жалуется, что все колет, жмет, мешает. В общем, она ужасно избалованный ребенок. Вставать рано утром для меня это просто сущая мука. Но общаться с этими двумя монстрами мука для меня еще больше. Вообще, я живу в небольшом городе. Здесь все друг друга знают. И при встрече принято здороваться и спрашивать про здоровье. Только вот никто никого не любит. Ах, да, первой всегда приносится в школу Марго. Она недавно вместе с родителями переехала из соседнего города к нам. Техно-музыка и дискотеки – это ее тема. Но у нас в клубах ставят только руки вверх, поэтому Марго с нами не будет. Марго очень красивая девочка. Она всем мальчикам у нас нравится. У Марго красивые глаза, гибкое тело. Знаете, как-то раз по секрету она рассказала, что уже не раз пробовала кокаин. Привет! Привет, Как я тебе? восхитительно просто. Спасибо. А чё сидишь так? Да устала стоять, вот и присела. Да и зря, конечно. От сидящего образа жизни геморрой случается. Как я вчера в книжке прочитала. Ничего себе.
Че, книжки читаешь? Ну, вообще-то да. Вот я поэтому на автобусах не езжу. Долго, скучно. Сидишь, то книжки умные читают, то на жизнь жалуются. А прогресса ну никакого, вот. Достали уже до смерти своими зазёбанными лицами. Ну, ты о них так говоришь? Ну, просто потому, что ты их не любишь. Да, может быть, и так. И вообще мало кого люблю. Но мне хватает. А больше всего на свете я люблю свою собственную тень. Она всегда весела, подтянута и ни капли лишнего веса. Ну все, пока. Пока. Ой, это все трава вчерашняя. Иду по улице и прикинь, мне кажется, что я в Турции. Вокруг девушки красивые, солнце, море, лепота в общем. Ну ты пошли гнать. Какие девушки? У тебя одна-то как была. Ну не было новичок, у тебя что ли были? А в Турции говорят все по-другому. Там на любую посмотреть и все, твоя. Много ты знаешь. Вкурился, вот и несешь фигню все. Ладно, кончай гнать, я скоро звоню. Ну с какой первый ты? Биология вроде. Биология, хренология. Тьфу. Есть курить? Не, мне предки еще неделю ничего не дадут. Говорят, плохо учатся, нефиг. О, пойдем куда-нибудь спросим. Привет, Танюха! Есть себе? Не курю. Че, крутая, да? Не курит она, так я и поверил. Есть сиги, спрашиваю. Сказала же уже. Слушай, последний раз по-хорошему спрашиваю. Пока дверь режу, потом всю пачку и буду. Усекла? Ладно, Михалыч, что ты пристал? Ты че, за ней заступаешься, что ли? Через 2 года отец Михалыч умрет от туберкулеза. А мать сопьется и тоже умрет. Тогда Михалычу придется бросить учебу и вкалывать на 2 работах, чтобы хоть как-то содержать своих 3 малолетних сестер. Да, они вырастут, только вот 2 из них по жизни пойдут очень плохо. Хотя вот младшая, она свалит в Штат. Там она родит 2 очаровательных близняшек. Да. И откроет клуб для молодых матерей. Только вот проблема. Она никогда никому не расскажет правду. Ни про семью, ни про страну, название России. Да больно надо, она куриной кажется. Пойдем лучше вон, вперед без дела. Не-не-не, подожди, с этим разобраться-то надо. Ты че пели знаешь? Так и не поняла вопроса. Я молча вынимаю пачку яблок, достаю из нее сигарету за сигаретой и ломаю их по очереди, кидаю обломки на бетон школьного крыльца. Я знаю, они подберут поломанные сигареты, потом будут их курить и обзывать меня сумасшедшей дурой. Мне это даже нравится. Понимаю. Че, сойдет? Да нормально. Я вам говорю, это он был, он. Я его в клубе вчера видела, спортивный такой. Ну, он еще на улице с нами знакомился. Ну, еще до дома меня провожал, помните? Ну, так а что, ты подошла к нему в итоге? Да сейчас. Он подумал, что я за ним бегаю, а я вообще-то нет. Да может он сам какой-нибудь плохой стоит. Ой, нет, у меня такие дела, нюх острый. От него бабками за 3 километра пасет. Вокруг него эти бесячие девки постоянно крутятся, раздражают меня. Они все старые, лет по 20, и зубы у них искусственные. Я сама видела. Короче, в чем дело? Мне знакомый его адрес подкинул. Так что после школы мы идем и караулим его. Поняли? Ваше дело молчать и улыбаться. Конечно, все самое лучшее у нас Машка. Я бы с такой рожей вообще не Да, завидовала. возможно, или хотя бы списывать, Я найду молчать, себе что лучше. не Мне, между ума прочим, не знаете, хватает. за нас встречаться. А ты в него была влюблена Ага, полгода. обычно. Да ты за ним как кошка Да ты бегала. что, бред ты несешь? Ты Стасу нужна была только по пьяни, если хочешь знать правду. Хорошо, ты вообще. Что, девочки, ссоримся, да? Нет, биологию. Ха, ну молодцы.
Хорошая девочка. Ну что, Иринка, картинка, дашь мне сегодня контрольную по алгебре списать? Да даст она тебе что хочет даст. А ты не вмешивайся. Ну так что, договорились? Молодец, хорошая девочка. Будешь этой Софьей, как ее там? Молодец. Во-во, именно, ей будешь. Это хоть кто? Математик. О, девочки, смотрите, наша принцесса заговорила. А я думала, только сопли пускать умеет. А чё это Софья? Она хоть красивая была? Зайди в кабинет алгебры и посмотри. А там на стенке висит. Баба как баба. Не топ-модель, прямо скажем. На крыльце школы появляется Славка Логинов. Это наш новенький. Там часто в школу сплавляют всех двоечников и неудачников. Славка, как и я, пугается матом и бьет перед занятиями. Правда, он так же, как и я, на дискотеке не пьет. Вообще он странный. Он часто прогуливает уроки, хотя все контрольные пишет на отлично. И, кстати, он часто говорит людям напрямую все, что они думают. За это его часто бьют, но никогда не плачет. О, привет, телепузик, как жизнь? О, ты чё, принял? Или что распевали? Да пошли вы. Дело-то поправимое. Сейчас я тебя быстро научим здороваться со старшим. Ну-ка, ногу мне поцеловал и сказал: здравствуй, господин! Пошел. Ты что, не понял, что ли? Твое дело слушать и исполнять. Че ты выглядишь? Зубы, что ли, лишние есть? Ладно, Михалыч, пусти его. А че он такой? Хоть себе бледный, глаза красные, как у вампира. Книжки, что ли, по ночам читает? Ага, книжки читает. В инете он лазит и денежки себе ворует. У кого-то деньги лежат на счету, а он раз-раз, пару кнопок нажал, все, были да всплыли деньги. Он у нас умненький, тему сейчас богатым стать хочет. Ты че, парень, правда в компьютерах понимаешь? Молодец. У моего папаши, кстати, тоже деньги в банке лежат. Скажешь, зарплата по 200 рублей откуда. Мать говорит, на похороны себе купит, чтобы перевези мне стыдно было. А ты что же, козел? Не моего отца деньги воруешь? Он вкалывать весь месяц на заводе, спину гнет, а ты раз-раз и украл. Так что ли? Да было бы что у твоего отца воровать. Лежит там каких-нибудь вшивых стоп. Замолкни, кукла. Погоди, мы так не договорили. Так ты че, правда как? Нет, отвали. Слушай меня внимательно. Если у моего отца хоть одна ржавая копейка со счета пропадет, ты мне за всю жизнь не расплатишься, козлина. Пошел. Чё ты сказал? Ничего. Здравствуйте, Николай Геннадьевич. Здравствуй. Что тут у вас? Артур, брось сигарету. Я не курю, Николай Геннадьевич. А что у тебя в кулаке? Газета? Ага. Революционная. Ну, типа того. Ну, смело в бой пойдем. Понятно. А что у нас со Славкой? Спит? Прямо здесь. Устал, наверное. Он же у нас по ночам вкалывает. Понятно. Так. А что у него здесь? На лбу, а? А косяк ударился. Ага, сначала выкурил, потом ударился. Ну да. Хорош был косяк. Накачанный. Да, сила есть, ума не надо. В общем так, чем ниже детская смертность, тем выше детская преступность. Так, Артур Михайлович, отведите его в медицинский кабинет и побыстрее. Через 5 минут звонок. Все. Паша Коля дал революционное задание. Эй, чуди, вставай. Ну, руку позвали. Ай, молодца. Ну и что он зомби? Зато он встал и пошел. Крыльцо школы пустеет.
Биология тебе не УБЖ. Хочешь не хочешь, а учить надо. Да, Клавдия Михайловна, женщина вам, из кого угодно кровь высосет. Все до послушка. А я не пойду далеко. Не хочу. Я не боюсь Клавдии Михайловны. У нее нет мужа, но зато есть любовь, который живет за ее счет. Нашел кого обмануть. Учительницу биологии. Не знаю, может быть, он ее растопил сердце тем, что умеет играть на гитаре. По-моему, он умеет играть две песни Петлов и одну Нирвану. Правда, вот он ужасно фальшивый. Ну, это ничего. У Клавдии Михайловны нет услуг. По сути дела, она несчастная женщина, но мне ее не жалко. А это наш учитель химии. Легендарная личность в нашей школе. Ходят слухи, что его хотят отправить на принудительное лечение в психдиспансер. Только вот учителей у нас немного, а он у нас сегодня. Здравствуй, Таня. Здравствуйте, Владимир Ильич. Ты почему одна? Да я биологию выбирала. И тебе, конечно же, не стыдно. Нет. Ну правильно, Таня? Зачем стыдиться того, что тебе не нравится скука? В целом, биология неплохой предмет, но его портит только одно. Приземленность. Нет, Клавдия Михайловна. Слушай, а ты веришь в теорию случайности? Не знаю даже. А я вот верю. И я думаю, что все сбудется. И он обязательно придет. Кто? Парень с длинным каре и синими глазами. Он обязательно придет. Понимаешь? И он всех вас опередит. На много веков вперед. Его по-настоящему можно будет учить. Учить, а не мучить. Понимаешь, Татьяна? Я иногда его ищу в толпе учеников, но я не могу разобрать гения среди посредственности, понимаешь? Но он придет, обязательно придет. Ты только верь. Да. Слушай, он придет, обязательно. Ты не обращай внимания, что я иногда выпиваю, но он придет. Возможно, как Ломоносов, оборванный босиком придет, понимаешь, прибежит. Да, я верю вам. Да. Обязательно об этом поговорим с вами. Просто найти. Да, иди, да. На всю школу подтягивается народ. Пашка Михайлович и девочки, одноклассницы мои ненаглядные. Убила бы их всех. Ну или топориком бы зарубила бы, как Раскольник. Но нет у меня маньячного таланта, к сожалению. Вообще, я тоже курю, но не потому что как все. У меня так, дурная привычка. Ребят, а вы как насчет экзаменов вообще? Ну, сами или, может, родители помогать будут? Я сама. Отец думал, что не будет. Он у меня принципиально в этом плане. Не повезло тебе. Но мне вот папаша сразу сказал, мол, 11 классов, фигня, главное потом, институт. А ты куда собрался? В Москву, куда ж ты еще? Москва у нас сейчас все, столица, мать ее, на финансы. Ну это, конечно, у бати все срастется с деньгами. А если нет, то в архитектуру, ну там подешевле. А ты? Тебе-то какая разница, а? В ПТУ пойдет, он на большее не потянет. Дура крашена! Я, может, в МГУ собрался. В МГУ, ну ты даешь. На тебя посмотришь, и все сразу понятно. Тебя даже педагогически не возьмут. В МГУ, ну ты загнул. Да пошли вы все, а! Со своими мамашами и папашами. Блин, ну что за фигня, а? Все настроение испортили. Так, 9 класс, бросили сигареты, зашли в школу. 11-й, хрен с вами, курите. Все равно через 3 месяца уйдете. Что за поколение пошло? Таня? Таня, а где ты была? Клавдия Михайловна, ну вы просто не поверите.
Я перед первым уроком умерла. А зачем ты пришла в школу, если ты умерла? Ну, я потом воскресла. Да ведь видите вы меня все однажды. Вы тогда в монастыре идете, Павел Михайловна. О, нет, я тогда возьму автомат Калашникова, приду в школу и всех вас расстреляю. И не дай Бог вам дожить до этого прекрасного дня. Клавдия Михайловна, да бросьте вы это. Что вы берете? Вот парламент. Я бы на вашем месте, Артур, вообще бы стеснялась бы такое предлагать учителю. Вот дает. А у нас какой следующий? История жизни. Вот, блин, а я домашку опять не сделал. Ир, дашь перекатать? Да, только он все равно не поверит, что ты сам это сделал. Да, господи, ему деваться-то некуда. На экзамене отлично поставит. У него же семья, дети, все такое. Ну и скотина же ты, Артур. Чего ты там сказал? Ты привык все проблемы за папин счет решать. Парень, ты гони. Да не загоняйся. Да пошли вы все, достали дальше некуда. Вот окончу школу и пойду в пек на зло всем. Во-во, туда тебе и дорога, пидовка. Потом сами же ко мне своих детей учиться приведете. Я вам слово даю, что на первом же уроке их завалю. Хоть $1 000 000 предлагайте. На зло таким, как ты. Аж весь рассыпался в предложение. Уроды! А ничего, сегодня все сговорились? Да, господи, не парься. Через неделю сама увидишь, как они все шелковые ходить будут. Лишь бы я их на свой день рождения пригласил. А мы-то, надеюсь, в списках? Посмотрим. Там люди умные нужны. Такие вот, например, как Иринка. Сечешь? Да, Иринка, пошел ты со своей Иринкой. А ты чего осталась? Да. А ты одна вообще никуда не ходишь? Почему? В магазин хожу одна за продуктами, ну и в театр иногда. Ого, ты у нас еще и в театр ходишь. И как, нравится? Как-то как? Придешь ко мне на день рождения? Приду. Точно? Точно. Ну хорошо, договорились. И не крайся. Ну и не сутулись. И дур этих тоже не слушай. А ты чего осталась? Не хочу. Думаешь, одна такая, да? Я, может, вот тоже не хочу. Но успеваемость матери должна соответствовать. А я уроки не сделала. Думаешь, я сделал? На уроке, вон, Иринки перекатаю, на уроке сдам. И все. Ну это ж просто как вон 2 пальца обосвать. Ну чего ты, а? Через 2 месяца мы все закончим учиться и разъедемся кто куда. И будем вспоминать друг о друге только по глубокой пьяни. Ну а если лет через 20 и увидимся где-то на улице, то, возможно, даже не узнаем друг друга в лицо. Так что стоит ли переживать, а? Странная ты. Недаром тебя сумасшедший считают. Личного двигателя первого рода не существует. А он существует. Он наверняка существует. И мы его вместе создадим. Я и ты. Да. Тогда тебе дадут Нобелевскую премию. Я буду смотреть на тебя по телевизору и думать, вот он, смысл моей жизни. Я 10 лет учил тупиц. И тогда все сойдется. Тогда все не напрасно. Когда ты будешь приезжать ко мне в город, я буду рассказывать тебе самые интересные истории нашего города. А ты будешь что-то записывать в свои тетрадки. Я, конечно, уже не буду понимать эти сложные формулы, схемы. Я уже буду слишком стар для всего этого. О, Тань, опять прогуливаешь? Ну, ты бы поосторожней, Тань. Уже на педсовете ставился вопрос о твоем исключении. Логинов, курение на территории школы строго запрещено. Идите на. Что вы себе позволяете, Вячеслав? Сказал же. Извините, я не понял суть вашего изречения. Федор Иванович, идите на хутор бабочек ловить. Это что такое? Это немыслимо!
договорюсь с директором, чтобы он тебя потом ни в одно ПТУ не приняли, понял? Да отвалите от меня, я сам уйду. Только отстаньте. Личный двигатель первого существует! Он существует! Нормальный? Что ты делаешь? Отвали. Слав, я понимаю, конечно, это просто переходный возраст, но стоит так себя вести. Сказал же, катись. Я уезжаю сегодня. Как? Не знаю пока. Если будет рейс до Москвы, то в Москву. А так не знаю. Меня засекли. А я засек их. Слав, у тебя температура? Внимание, преследование. Чего ты говоришь вообще? Видела? Это я сегодня со счета снял. Круто? Поддельный, небось. Настоящая дура. Откуда? Как? Сказал же, снял со счета. У тебя же нет еще 18. Ты что думаешь, я лох совсем? Не я ж снимала, так, знакомый. Им 50% и мне. Все по-честному. А теперь меня засекли. Что ты будешь теперь делать? А ничего. Уеду куда-нибудь подальше отсюда. Вначале в Москву, потом на кордон. У меня денег хватит. Надолго еще хватит. Я в США хочу. Там Билл Гейтс, там Силиконовая долина. Там процессоры такие, которые нам и не снились. Ты знаешь, мне деньги не нужны. Раньше я думал, что деньги нужны для покупки больших розовых зайцев. А теперь я уже не знаю, зачем они нужны. Каких розовых зайцев, Слав? Это маме в детстве покупала игрушки в детском мире. Они были пластмассовые, сломать их было вообще невозможно. А в детском мире продавались большие розовые зайцы. Я 3 года просил такого у мать. Она не купила, зато купила компьютер. И по работе надо. Через год я взломал свой первый счет в банке. Купил сразу 5 таких розовых зайцев. Пришел домой и понял, что не нужны мне эти 5 розовых зайцев. Мне нужен был только один. Я потом этих зайцев одноклассницам подарил. Я тебе это все рассказываю, потому что ты сумасшедший. Понятно. Ты тоже так Про тебя так считаешь? говорят. Ты не предашь, потому что сумасшедшие не предают. На, бери. Псих, да. Сказал же, бери, я знаю, твоей семье нужно. Свои, может быть, ты оставишь, ну? Ну чё, у меня только мать, она сложит аккуратно в стопочку и положит в толковый словарь Даля. Успокоится. Бери, говорю. Придурок ты. Интересно, чем закончится все это его помешательство. У Славки явно едет крыша. Что он вообще говорит? Вообще, мы с ним знакомы еще с детского сада. Мы были с ним в одной группе. Один раз такой случай произошел смешной. Он кинул в меня кубик, расплакался и убежал. Правда, тоже расплакался. Вообще, я плохо помню события. Я вам правду говорю. Это было, правда. Я бы так не забылась. Ребята, я вам говорю, ну это ФСБшник был. Ну, блин, если бы из ментуры, то в форме бы пришел. А так в штатском, значит, серьезно что-то. Я вообще офигела, когда этот дядька зашел. Не, я понимаю, из детской комнаты милиции. Ну ладно, из уголовного розыска. Но чтоб вот так? Ох, собрали. Ты столько что сделали все с злости. Да ну может это и не ФСБшник был, а так, просто. А что просто? Просто так, какой-то левый чел сошел с улицы, стал всех расспрашивать. Господи, так кто бы упустил вообще, а? Так а нам за это ничего тогда не будет. А нам что будет? Только вы как хотите. Урод, конечно. Ну, блин, не нравится мне все это. Да ладно, мы же ничего такого не знаем. Был сегодня в школе, потом куда-то ушел. Мы не представлены за ним наблюдать. Я походу Славку подогнали. Козе понятно, что мы не приходили вручать награды за заслуги перед Отечеством. Даже жалко его как-то, честно говоря. А мне не жалко. Вот почему за ним приходит? Вот за ним приходит, а за мной нет. Да потому что я никого ничего не ворую. Нашел чем гордиться. Нечего хочешь сказать? Ну, вот и будешь, как твой папа, механиком-автослесарем. Зато нормально. По-честному. Не так, как некоторые. Это ты сейчас на кого намекаешь? На торговцев всяких.
На кого? На папашу твоего. Как? Понял тебя? Как ты мол папашу назвал? Лавочник. Лавочника, да? Да. Кем? Лавочник он и есть, понимаешь? Где же 5 магазинов, вы думаете, что все можно? Смотрите, Слав. О, Славка! А ты знаешь, что с тобой приходили, а? Догадываюсь. Доигрался, Логина. Не зря я тебе Николай Геннадьевич говорил, что ты плохо кончишь. Да пошли. Фу, не успел прийти, а уже хамишь. Нехорошо получается, Славка. Ах, лавочка. Большой мальчик Славочка. Ну чего ты, а? Может, нам боевое задание дали, а? Сейчас возьмем и отведем тебя куда надо, а нам потом медаль дадут. За поимку особо опасного преступника. Вот именно ее сам. Ну чего ты молчишь-то, а? Слав, подожди. Я не знаю, ты псих. Ты больше сумасшедший, чем я. Чего тебе? Зачем ты так? А просто. Жаль, я не увижу, как они будут поднимать эти купюры с стола. Забавное должно быть зрелище. Нет, они это не будут делать. Они все это поручат девятиклассникам. Слав, но тебя найдут. Тебя все равно найдут. Че, дура что ли? С чего ты взяла? Тебе же нет еще 18, тебе ничего не сделают. Понимаешь? Но это же просто переходный возраст. Зачем так себя вести? Ну, Че, издеваешься? Почему все такие умные? Знаете, что это переходный возраст, знаете, что это пройдет. Все делайте по-своему. Чего вы все такие рассудительные? Хотя на деле придурки последние. а ты? Нет? Что нет? Не ведешься, как придурок последний? Я такой же, как и они, и мы все. Только я знаю, что это не пройдет, потому что жить и знать, что все проходит, пошло и скучно. Но если тебе нравится, то удачи. Слава, Смотрите-ка, настоящие. Интересно, а сколько здесь? Ну, штук 30 баксов, не меньше. И как мы их делить будем? На всех? Ну, смотрите, Михалыч у нас деньги... Ага, сейчас! Думаешь, я откажусь? Ищи, идиот. Я же эти деньги не украл. Если спросят, скажу, что нашел. А как же жизненные принципы, а, Михалыч? Или не помнишь, как ты полчаса назад из себя невинную овечку строил? Типа, вы тут все дети лавочников, а я один сын автослесаря. Ну ладно, держи. Быстро. Папаш нормальную тачку купит. Вон, в МГУ поступишь. Будешь академиком в больших очках. А знаешь, не надо. Себе забери. Не хочу таким же, как ты стать. Ну, не насильно же мне их Я ложу уши сам как. Тогда ты бери. Нет, мне тоже не нужно. Да бери, они теперь ничейные. Не нужно мне, я сказал. Да бери. Ну что ты пристал-то со своими деньгами? Бери. Если тебе надо, ты бери. А я сам заработаю. Чего ты заработаешь-то? Что надо, то и заработаю. Это ты у нас деньги у папы из тумбочки берешь. А я после школы, между прочим, на заправке вкалываю. Так что вот увидишь, я еще дальше тебя пойду. Так что себе забери, на черный день пригодится. Сами же потом прибежите, а все, поздно будет. Не прибегу, не бойся. У таких, как ты, просить себя не уважать. А хотя, знаешь, давай мне эти деньги, давай. Вот, это тебе на машину, это тебе на девочек. Дарю, забирай, достал же. Это же моя доля, да? Вот я тебе ее и дарю. Бери, не стесняйся, я щедрый сегодня. Псих. А ты не бойся, бери. С тобой что сегодня? Ничего, достал, понял? Если еще хоть раз про отца своего ляпнешь, я тебе сам врежу. Обещаю, урод. Что с ними сегодня в семье? Ой, подожди, еще после уроков поговорим. Маша, а тебе что, тоже деньги не нужны? Ну, дай сотню. Да бери вон больше. Да мне много не надо. Да бери все. Ты что, меня не слышишь? Немного не нужно, мне только на пуховик и джинсы. А родители что, тоже принципиальные, да? Да пошел ты. Тогда ты бери. Ну, давай, ну как бы мне тоже много не надо. Бери все. А ты чего осталась? Или тебе деньги тоже не нужны? Так на, бери, я сегодня щедрый. Нет, мне тоже не нужно. Что с ними сегодня всеми, а? Тебе деньги тоже не нужны, а? нет. Ну а что, можно? Сниму себе квартиру, чтобы отдельно от папы жить.
А то достал же. Думаешь, что если содержит меня, то может сувать свой нос в мои дела. Думаешь, что у тебя одного такой отец? Ты просто моего отца не знаешь. У него все деньги. Он даже цветы матери покупает по их цене. Но вообще он ничего. Если доллар поднимется в цене, и у него хорошее настроение, то мы все ездим на рыбалку. Тогда он настоящий. Так что я не знаю, что с этими деньгами делать. Тебе надо? Нет. Эй, народ! Мне Рима Сергеевна дала задание провести с вами культурно-развлекательную программу. Ну, заняться воспитанием подрастающего поколения, типа. Вот. Объявляю первый конкурс. Называется «Скажем нет америкосам». Ваша задача всем взять по одной купюре американской валюты. Не переживайте, они не настоящие. Сделать их в самолете, перекинуть. Победил тот, у кого дальше пролетит. Главный приз – часы Кайзера, которые у меня сейчас на руке. Цель ясна? Да! Цель ясна? Да! Поехали! А теперь дружно крикнем: «Нет Америке! Нет Америке! Нет Америке! Нет Америке! Нет Америке! Нет Америке!» Молодцы, ребята! А победила дружба! Слышали, что творится? Федор Ивановича крыша поехала. Ходит по школе, хватает всех за руки, разговаривает при этом сам с собой. А вид у него самый безумный-прибезумный. По-моему, у него крышак того, хотя, может, и мешал чего-то. А что это у тебя? Доллар? Слушай, так это ж Франклин. Да. Мне как раз его рожу на реферат прикрепить надо. Спасибо. Конечного двигателя первого рода не существует. Закон термодинамики. Но ведь он существует. Обязательно существует. И мы откроем новый закон. Да, я и ты. Мы вместе создадим новый закон. И изобретем вечный двигатель. И тогда все сойдется. И тогда все не напрасно. Он снова разговаривает сам с собой. Мы часто смеемся за его спиной, но нам в сущности дальше его немного жалко. Странного старика. А потом мы будем дарить ему цветы и благодарить его за все, что сделал нам и не сделал. Первый раз подарим на выпускной, второй на день выпускников, ну а третье, да и то не факт. Прошло 20 лет. Я после выпускного сразу уехала. И вот, я снова здесь. Нет большой радости. Работа, семья, взрослые серьезные проблемы. А ведь Артур оказался прав. Мы разъехались кто куда и даже не успели попрощаться. Нас всех помотало по жизни. Нам всем пришлось вообще не сладко. После учебы я уехал в Москву и поступил на финансы. Спустя
Спустя 5 лет у меня открылась собственная фирма, а потом бизнес зашел в тупик, и мне пришлось уехать в Штаты. Там я женился и совершенно случайно узнал, что в Нью-Йорке задержали русского хакера. Думаю, как его звали, вам объяснять не нужно. Я вытащил Логинова из тюрьмы, устроил работать к себе. Он согласился на все условия. Единственное, о чем он попросил, это выдать ему собственный кабинет. К тому времени у него развилась очень странная фобия. Он всячески боялся прикасаться к людям и вообще сторонился общества. 5 лет Славка исправно работал на меня за одни лишь еду и жилье. А затем Славка пропал. Когда вскрыли его квартиру, в ней был страшный бардак. Видно, собирался он в спешке. А потом вместе со Славкой пропал весь уставной капитал моей компании. Но я на Славку не обиделся. Он взял то, что ему принадлежало. Теперь мы пьем. Я, конечно, переживал за Славку, за его судьбу. А потом у меня застрелилась единственная дочь. И я уже больше ни за кого никогда не переживал. Потому что сошел с ума. Жена до сих пор навещает меня, но живет с другим. Нет, я так и не поступила. Говорил историю. Думал, поступлю через год, но меня запретили в армию. Из армии я так не буду. А я смеюсь, когда моя младшая сестренка уехала в Штаты. Я был уверен, что через годик-два мне придет приглашение, и я уеду жить к ней. Но оно не пришло. Я подождал еще лет 5, ну а потом сбился окончательно. Ну а я вышла замуж за очень хорошего человека. Зарабатывает он немного, но нам на жизнь хватает. У нас 4 детей. Младшему 4 годика, а старший уже 17. Я не зарабатываю, сижу с детьми. Очень счастлива. По окончанию 11 класса я первая из девочек вышла замуж. С внешностью у меня, конечно, всегда были проблемы. А вот он был красавец. Мне завидовали все девушки. А он пил и бил меня. Сейчас я живу одна и работаю продавцом. У меня есть дочь. Она красавица. Вся красавица. Я стала известным театральным критиком. Живу в Москве. О школе вспоминаю это. Спустя год после выпускного я умерла от передоза героина. Но это ничего. Ведь в ту ночь я видела самый прекрасный сон в своей жизни. За такой сон умереть стоило. Уж поверьте. Спустя 2 года, как выпустился этот класс придурков, я стала директором школы. Я сразу же запретила девочкам краситься и носить короткие юбки, а биологию сделала обязательным предметом. Правда, от этого ничего не поменялось толком, но жару я им задала. Я выпустила из школы очень много детей. И вы знаете, мне кажется, у них что-то изменилось. Они не стали лучше, но они стали совсем другими. Сейчас я на пенсии. Веду кружок юных натуралистов, по выходным стреляю в тире, курю только парламент. А я стала учителем химии. Я работаю в школе для одаренных детей. Меня любят ученики и коллеги. Я даже изобрела новую методику преподавания и с ней заняла 2-е место на конкурсе учителей года. В моей школе обучается около 500 человек. Но вот только ни один из них не похож на одноклассника. Ни на Пашу, ни на Михалыча, ни на Артура, и даже не на Славу. Сегодня мой день.
Серое здание в темноте похоже больше на средневековую тюрьму, чем на сошите. Внутри школы темно, но лишь в одном окне. На третьем этаже, рядом справа, горит свет. Бинокль у меня нет с собой, да он тут и не нужен. Я и так знаю, что происходит за тем окном. Там, в 327 кабинете, сидит Федор Иванович. Федор Иванович наливает себе водку мензурку, чокается с портретом Менделеева и пьет без закуски. Он по-старчески щурится от огненного света и верит, что когда-нибудь ему однажды придет парень с синими глазами. Этот парень, он не будет, как все те, он будет другим. Они с ним будут допоздна сидеть в этом кабинете и длинно разговаривать на непонятном языке формы. А потом эта синеглазая Карен получит Нобелевскую премию. Дальше вы уже знаете. Наверное, остатками разума Федор Иванович понимает, что не было и никогда не будет в среднеобразовательной школе междуреченских гениев. И двигателя первого рода, увы, не существует. Но вот он верит, потому что... А зачем тогда? Потому что... А как иначе? Потому что он все равно существует, да, если в него сильно поверить. Бросили сигареты 9 класс, 11 хрен с вами, курите. Все равно через 3 месяца уйдете. А сейчас все на биологию! Tomorrow I'll see.